Знакомьтесь, Багаудин Экажев из села. Экажево, разумеется, Экажево оно, из Экажево. Как я знаю, одно из самых больших в Ингушетии. Когда-то было самым большим даже в России, вот, потом перешло в топ-5. Да. Ну что, Багаудин, поговорим с тобой сегодня о культуре твоего народа, которая мне очень-очень интересна, и ты это знаешь не понаслышке, и видел мои ролики. В принципе, я к вам сюда, в Ингушетию, приехал 6 лет тому назад, в апреле месяце 2019 года. И понравилась мне как раз-таки ваша уникальная культура, традиции, обычаи, которые, на мой взгляд, в последнее время стали растворяться в вашем обществе. Да. И хотел бы поговорить с тобой и про культуру, и про традиции, как я уже сказал, и про родной ингушский язык, который считается одним из вымирающих. Да, не только в России, да, а в нашем мире. Начнем с того, что какое ты имеешь отношение, чтобы мои подписчики понимали, к культуре. Ну, какое отношение я имею к культуре? Прямое, наверное, по праву рождения, по закону Божьему и праву царскому, как говорится. Я родился в семье, ингушской семье, в которой высоко чтили и вообще любили традиции, культуру, тот же фольклор и так далее. Вот мама у меня была настоящим фанатом Ингушетии. Хоть я и родился в Казахстане, я в Ингушетии приехал уже в 6 лет, человек настолько любил эту культуру, что, допустим, дома у нас было запрещено говорить на ином языке, кроме ингушского, потому что в ней мы говорили на русском, и она хотела сохранить язык, чтобы мы умели на нем говорить. Аллах Бирмабусту был жертву. Даже я помню, короче, я в Казахстане в школу носил сочинение о том, как быть ингушом, которое было подкреплено цитатами Идриса Базоркина и так далее, которые мне мама начитывала, рассказывала. И те преподаватели в казахской школе, я помню, брали это сочинение, носили по классам, показывая, ребят, вот как это классно любить свою культуру. Вот, но та культура, которую мне мама рассказывала все время, я тогда еще не был в Ингушетии, это, наверное, был такой иллюзорный, красивый образ. Возможно, метафорой прозвучит, но я представлял Ингушетию как какой-то Ривенделл из «Властелина колец» с благородными эльфами и со всем остальным. Реальность оказалась немножко иначе, просто потому что, как мне кажется, есть три версии Ингушетии. Первая — это Ингушетия, которой она была, вторая — это Ингушетия, которой она сейчас является, и третья — это Ингушетия, которой она могла бы быть, если бы мы в действительности, не знаю, образовались в какое-то единое общество, не расслоенное, любящее свою культуру, идентичность и понимающее ее красоту, ну и ценность на самом деле. Ты знаешь, у меня есть такая в жизни любимая фраза: где нет культуры, там наступает дикость и нет никакого будущего. Согласен с этим? Не, абсолютно согласен, просто потому что еще нужно понимать, что исторически доказано, там, не знаю, какой-нибудь древний римлянин тебе сказал бы, что нация, в которой умирает культура, в которой умирает любовь к собственной идентичности и к искусству, она просто обречена на деградацию, а потом же уничтожение. То есть в какой-то момент все настолько размоется, что люди перестанут быть теми, кем они являлись. А если брать именно ингушскую культуру, она прекрасна. Сколько она не была из истории извне, это было высокоорганизованное, очень, не знаю, честолюбивое и очень, не знаю, чистое общество, в котором, вот был закрытый круг этого общества, в которое никого не пускали, и они очень сильно любили ее. Ценность культуры была просто, невероятна. Задача любого ингуша была представлять эту культуру и рассказывать всем: смотрите, какая она классная. Сейчас почему-то как-то так не работает, мы сейчас пытаемся отгородиться, иногда даже звучат такие выражения о том, что вот наша культура чему-то противоречит, что разговоры о том, что в нашей культуре есть что-то грязное, неподходящее, там, не знаю, высокодуховному человеку. Не знаю, очернение своей культуры — это, не знаю, первый звоночек к тому, чтобы сказать пока, до свидания, фляга у нас улетела куда-то. Поэтому я не знаю, ингуш, будучи ингушом, должен обожать свою культуру. Это его, наверное, первое ключевое кредо, которое должно его сопровождать в жизни. Давай тогда начнем по порядку, с родного языка, с ингушского языка. Давай. Вот мы с тобой сейчас сидим в одном из кафе, Да. в столице Республики Ингушетия, в городе Магасе. Правильно. И я очень давно, уже на протяжении этих 6 лет, слышал, что, например, в Магасе молодежь, дети не говорят на ингушском языке. Я просто здесь, да, мы можем проверить. Вот сидят трое совсем молодых юных ингушей. Сейчас они к нам подойдут. Да. Они живут здесь, в Магасе, да? Да. Здесь родился, учишься, Да. и ты тоже. Тебе сколько лет? Мне 10. Как тебя зовут? Шумиль. Василий. Спасибо. Да, Хамди. Хамди.
Смотрите, дело в том, что мне ваши люди говорят, что вы не знаете ингушского языка, что в Магасе не говорят на ингушском, а говорят только на русском. Вы понимаете ингушский язык? Конечно, понял. Поговори с ними чуть-чуть, вот так, чтобы мне сейчас поверили, да. Вау, да. Класс, спасибо. Четвертый. Новый Триха. Ну, ребята, один что, да, сюда. غلاي موت بيجي Бильдар. حيتصير غلاي موت بوسع Буч. نحن نسمع غلاي موت بوسع Буджа. حتى بوستم قونا دوت ريمو خبيها ليلوش كينا خبيها школе حوالي عخو غلاي موت بوسع مسخر Буджа. أبيها допустим خاصو حكلاسي يح دوت رشتقي إرسي موت ما تسبوتش يه غلاي موت تبيزش غلاي موت تخرج بي بوزن. Судя по всему, молодой человек говорит, что и он, и все его окружение хорошо говорят на ингушском языке, что говорит нам о том, что все же надежда у ингушского языка есть, вот в лице двух молодых людей. Правда, есть одна вот предпосылка, которая есть, ингушский язык, он на 5% каждые 5 лет сокращается. А это означает, что какие-то слова редкие, которые в обществе сейчас не приняты, они исчезают, и новое поколение их перестает знать. И постепенно на 5% уменьшаясь, он в этом плане может деградировать. Потеря языка в его деградации, потому что ты говоришь и не знаешь, как сказать что-то на ингушском языке, хотя это слово на самом деле есть. Есть даже какие-то древние, мы называем их древними, мало их кто знает, но это ингушский чистый язык. Поэтому важно, наверное, преподавать этим детям, не то что преподавать, для популяризации ингушского языка среди детей что нужно? Чтобы то, что им нравится, то, что им интересно, появлялось собственно, в редакции ингушского языка. Я маленький пример приведу. Есть одна ингушская группа, Genirio Blues. Они сделали, на ингушском языке клип и музыкальное, получается, произведение в стиле постпанк. Их очень сильно загнобили за это. Просто потому что, видишь, триггер сработал, постпанк и ингушский язык не могут обитать в одном пространстве. Но на самом-то деле это продвигает язык среди нового поколения, который слушает разные музыкальные жанры. Поэтому язык нужно продвигать именно через то, что ребятам интересно. Вот фахло интересно. Ютубе, да, хоть сам хеджиш. Галай метла, хам хеджиш. Хешфи, допустим. Подождите, там был такой канал. Я его смотрел. Ну да, разумеется. Еще, подождите. Скажем Артему спасибо за популяризацию ингушского языка. Еще кого смотрел, подождите. Да блин, я забыл, я помню канал, я забыл. Но суть в том, что я лично убедился, что дети ингуши здесь, в городе Магасе, в столице, говорят на ингушском языке. Да, и говорят достаточно и хорошо говорят, да. То есть это ложь, что не говорят. То есть это кто-то выдумал, я не знаю, что за пропаганда. Ваш брат тоже там знает, да, Да. ингушский? Ну все, вас трое, вы, в принципе, почти ровесники, но все равно... Хатифир. Саид. Саид. Сам Алик. Все. Чтоб Саида не... Баркал. Баркал. Да. Вот, здорово, говорят. Получается, не все потеряно. Да, есть просто, я сам замечал, есть некоторые концепции, вот, особенно тех, кто некоторые уезжает за пределы, и даже здесь иногда те, которые говорят исключительно на ингушском языке, воспринимаются почему-то, как будто, знаешь, они интеллектуально не так образованы, и это плохо, потому что сейчас есть родители, которые типа делают акцент, зачем этот ингушский язык нужен, мол, говорит, будете на русском, значит вы образованы. И даже в этой же Ингушетии я замечал, что если ты приходишь и говоришь на чистом русском, им начинает казаться, что ты высокообразованный человек, а на ингушском на тебя не обращают внимания. На самом деле ингушский язык очень красивый, в нем можно выстраивать очень сложные конструкции слов, которые при этом несут глубокий смысл, метафоричный язык, саркастичный язык, ироничный язык, то, что у нас называется бектосор и так далее. Типа это чистой воды ирония. То есть в этом плане, не знаю, помнишь, когда-либо Чуркин был, он такой чувак, вот он умел очень остро отвечать на какие-то вопросы. У ингушей было в культуре как-то языка самого уметь остро, красиво, где-то, может быть, комедийно, никого не обидев, отвечать на острые вопросы, и это было классно. Сейчас вот именно сложность конструкции, вот эти глубокие смыслы, которые вкладываются, они немножко утеряны, не все так умеют. Потому что, знаешь, в чем прикол? Меня часто обвиняют, говорят, типа, мол, говори на ингушском, ты не знаешь ингушского языка, там, ты похож на Ивана и так далее. И начинаю говорить на чистом ингушском, и часто мне говорят, я один парень сказал, ай, валай, может, солдика ход, ходишь, а волдыш дерсун хас, и так далее. Типа он говорит, ты лучше меня его знаешь, ты говоришь некоторые вещи, которых я не знаю. Ну и вот условно,
Не знаю, я вообще не люблю сильно разделять языки. Твой родной язык, он всегда с тобой. Есть такая крутая фраза, короче, ты можешь знать один язык, можешь знать два языка, можешь знать 4 языка, но если знаешь своего родного, один язык один человек, два языка два человека, три языка не знаешь, не один человек, согласен. Вот, условно, можно изучать языки, их может быть много, но при этом не знать свой родной, не знаю, знаешь ты 5 или 4 языка, но и при этом не знаешь свой родной, но это на самом деле стрёмно. Это прям стрёмно. Я вот с этой идеей вырос. Но то, что человек говорит на другом языке хорошо, это еще не значит, что он не знает своего родного. И вот, если честно сказать, у ребят, которые вот все это пишут, у них какое-то внутреннее противоречие. 90% людей, которые пишут, типа, а-ля, не танцуйте лезгинку, это люди, которые ее танцевали и танцуют. Ну, зайди на любую ингушскую свадьбу, смотри вот эти вот эдиты в рилсах, в инстаграмах, где люди репостят, как люди красиво танцуют лезгинку, собираются в кругах и так далее. У меня к тебе, подожди, вопрос. С чем у тебя ассоциируется ингушская лезгинка? С чем у меня... В природе, например. Вот что это? Ну, смотри, ингушская лезгинка для меня, ну, во-первых, это искусство, и это же ведь танец переплетения гордого орла и, собственно, красивого лебедя, орлицы, как так назови. В нем нет ничего пошлого, чем его может очень любят, короче, привязать вот ко всему вот этому. Это очень красивый танец, очень сдержанный, с очень большим уважением к женщине. Там нельзя прикоснуться к женщине. Там наоборот в самом танце выдерживается этот трепет отношения мужчине к этой женщине. Ничего, ну я, если честно, в жизни живу по такому принципу, что я все пропускаю через одну призму. Плохо это или хорошо, делает это кому-то плохо или хорошо с точки зрения вообще всех там сфер жизни. Наш танец прекрасен. Я не просто так сказать, у тебя спросил, с чем у тебя ассоциируется лезгинка. Потому что у меня она тоже ассоциируется с орлами, и как раз таки ваши парни, мужчины, конохи и так далее, они что говорят? Мы эрзи, по-русски мы орлы. И при этом не надо танцевать лезгинку, типа. А потому что правильно, грамотная, красивая лезгинка, это как, если, ну, красиво парень, там, мужчина, да, танцует ингуш лезгинку, это как, ну, я не знаю, как парит, как орел над горами. Вот наш танец, он, ну, на самом деле, наиболее такой чистый, понимаешь, красивый. В нем нет вообще ничего, не знаю, чем его можно очернить. Хоть кто-то и пытается. Это реально белый, красивый танец, где мужчина, который танцует, должен испытывать огромное уважение и трепет к женщине. Продвигание того концепта, что нам, не знаю, мужчина там в танце может подумать о чем-то греховном по отношению к женщине, ни один горец себе не мог такого позволить. А если и позволял, то он горцем себя считать не может. Потому что, ну, не знаю, ни горское, ни мужское это дело визуализировать чернь там, где ее нету. Условно, это люди, которые пытаются на белую простыню накинуть вот эти черные пятна и говорить: смотрите, оно грязное. Нет, чувак, оно не грязное, ты его пытаешься сделать грязным. Да, согласен. И еще добавлю, что ингушская лезгинка самая быстрая, которую я слышал на Кавказе. Я был в Дагестане у многих народов, я был в Чеченской республике, я там был в Северной Осетии. Сегодня я был в Кабардино-Балкарии и слышал, но ваша самая быстрая. Я даже не знаю, как вы успеваете руками, ногами. Так это же визитная карточка народа, это звук народа, ну, условно, понимаешь? Голос, короче? Да, голос, звук народа. Да, душа. С мужчинами мы разобрались. Теперь мы так плавно Звучит, кстати. Да, переходим плавно к девушкам и к вашим женщинам. Щепетильная тема. Бестяху. Да. Все, Бестяху. Давай, Бестяху. Все, спасибо. Кто лучше? Подрастающее поколение мужчин, конохов, как раз. Уважительные какие. Да, подошли, попрощались. Хотя могли не подойти, потому что мы записываем тут тоже, но не смогли взять, уйти, обрадуются, будут теперь себя смотреть. К девушкам и к женщинам. Такие будут сейчас щепетильные вопросы. Тоже в интернете, и у тебя под постами, и у себя иногда в блоге, да, когда я, например, общаюсь с вашими девушками и женщинами, но в присутствии мужчины, это отец, дядя, брат, потому что я знаю ваши адаты и эсдел. Так называемый валет. Я не встречаюсь, не встречаюсь с девушками и женщинами один на один, да, даже если хотят передать подарок, и ко мне, в принципе, девушки ваши не подходят, хотя узнают на улице, Как называется канал? Артем Плато. Артем Плато. Ты забыл меня? Нет? Вот, наверное, Инстаграм потеряли у меня новый. Вот. И
почему вот слишком часто стало, не то что много комментариев негативных, и если, например, девушка-ингушка поет, танцует, то все, она какая-то плохая. То есть это, опять же, как будто она там так согрешила, страшный грех и преступление против народа совершил. Хотя она продвигает интересы народа, она популяризирует ингушскую культуру, опять же, да, как и другие народы Кавказа, и другие народы России, потому что у всех есть своя культура. Как я с тобой уже, да, обсудил, где нет культуры, там наступает дикость. И эту дикость я стал видеть в интернете. Почему нельзя? Смотри, вот вопрос тоже концептуальный, почему нельзя? Ответ такой, а нельзя ли? Ну, условно, смотри, у нас есть и певицы сейчас, и филармония у нас есть, и условно есть певицы, которые вот чисто ингушское поют, и, ну, они получают множественное одобрение у людей. Ну, это очень известные певицы, я не буду там перечислять, они существуют и есть. Скажем, законодательно это не запрещается. Какой-то религиозный у нас, наверное, тоже есть тут, ну, скажем так, центр, он тоже ничего не запрещает. То есть, по сути, мы говорим о том, что оно разрешено. Запрещают его люди в интернете с анонимными новыми каналами, которые 2 дня назад созданы, потому что прежние заблокировали за 50 комментариев с грязью, матом и всем остальным. Просто потому, что есть сейчас категория людей, которые смотрят на все через призму пошлости. Это их чисто призма, они так видят мир, и поэтому им кажется, что любой человек, который занимается творчеством, искусством, особенно если это женщина, то это что-то пошлое или греховное. Нет, это лично твое видение, которое ты, видимо, как-то извратил. Как, я даже не буду вдаваться в подробности, можно догадаться, как извратил. Да. Я хочу просто еще добавить. Например, ты говоришь, не хочу называть ваших ингушских певиц. А я назову одну такую певицу, которую я знаю лично, потому что я был на свадьбе в 21 году у ее дяди Назрани. Дома они меня пригласили. Лема Нальгиева. Ну да. Давай брать Лему Нальгиеву. Да, ей большой салам алейкум. Да. Ну, кстати говоря, она пользуется большим уважением во всем ингушском обществе. И не только. Да. Но она, я кстати, хочу да, что подчеркнуть. Как наши певицы выглядят, ну, наши русские, например, да, или украинские, или белорусские на сцене. То есть это больше проявление сексуальности, чем музыка. Ну, потому что сейчас это продается, да, хорошо. Они продают. А она продвигает культуру. Она длинная коса, красивое традиционное платье и так далее. Типа, выглядит как ингушка, как подобает. Также в Чеченской республике певицы я вижу очень красиво одета, не вызывает какой-то похоти. Нет, ну если кто-то озабочен, то это уже другой разговор. Вам если уже кто-то озабочен, то он везде будет уверен, понимаешь? А здесь я каждый раз, когда смотрю, каждый раз, когда читаю там комментарии, она уже перестала обращать внимание, да, на всю эту историю. Я не вижу какой-то пошлости, я не вижу каких-то откровенных нарядов, знаешь. Красивая ингушская одежда. Красивая, да, ингушская, как ты говоришь, коса, потому что у вашей девушки-женщины в начале там 20 века носили вот эти косы, да, были платки. Вообще очень красиво одевались, при этом скромно, но и при этом красиво, элегантно. И это было классно, если честно. Молодец, умничка, да. Отчитался. Вот ты даже подписчика сегодня привел, просто сидя здесь. И мне иногда ваших девушек и женщин жаль, что у них как будто нет права выбора. Но самое главное, что за ваших девушек и женщин, сестер, у тебя есть сестра, я тоже знаю, отвечаешь ты за свою сестру. Да. Ну, братья, отцы, дяди, близкие родственники. И то есть они вправе делать замечания своим женам, дочерям, сестрам. Тут тебе сразу прилетит, что мы порицаемые, понимаешь? Почему другие мужчины лезут туда, куда их не просят, когда есть родные? Да, но у них есть вот, типа, любимое слово: я порицаю порицаемый, я должен порицать порицаемое, и, ну, условно, он, короче, типа, из спецгруппы порицателей порицаемого. Но все дело в том, что там нет никакого так называемого, знаешь, культурного давата, когда человек говорит, типа, условно, вот, там, салам алейкум, я человек извне, который не имеет права, там, говорить про чужую женщину, вообще в целом, я, там, выражаю свое мнение, там, условно, не хотя никого обидеть,
там же есть целая инструкция того, как нужно давать красивый даават. А эти люди просто занимаются оскорблениями и поливанием грязью других людей, подавая это под что-то моральное и духовное. Кстати говоря, это касается всего, что происходит в интернете. Люди подают собственные низменные какие-то вещи и грязь через что-то а-ля обществообразующее, социальное и духовное. Им так кажется, им так легче просто верить, что они делают что-то хорошее. Вторая важная вещь, которую сейчас никто не хочет понимать, мир-то изменился. Мы не можем понять, что он изменился. И вот сейчас я не в обиду никому. Вот мы сейчас с тобой сидим, проходят девушки мимо, да? Да. А когда выйдет ролик? Пока не знаю. Увидишь. Следи, подпишись и следи, поставь оповещалку и так далее. Колокольчик. Да, вот я вижу девушек, да, короче, я вообще, ну, как бы, они на улице, я их увидел, ничего плохого не подумал, и в жизни бы про горянку не подумал. Условно, сейчас вот есть общество, в которое мы с тобой вышли, реальное, и есть большой, огромный цифровой мир, в котором люди также выходят в цифровой мир, считай, погулять, скажем так. И этот цифровой мир нельзя просто игнорировать. Это сейчас и инструмент развития, и инструмент для работы. Я как человек, который работает в IT, говорю. Просто взять и забивать на это и говорить, типа, я видел ее в интернете. У них просто, типа, концепт, что люди, которые занимаются творческой деятельностью, как правило, я не говорю про тех, кто реально, вот, как ты сказал, там, русские певицы, там, другие, типа, и, там, американские, которые прям продают похоть, потому что она покупается. Ну, секс. Я говорю про людей, которые, ну, занимаются какой-то общественно значимой деятельностью. Может, продвигают свою культуру. Вот, делают что-то хорошее. Да. Он, человек, занимается творчеством. То, что он появился в интернете, это не значит, что он пытается продать кого-то, ну, себя кому-то. Тем более, кому? Вот этим вот фейком, короче, он продает себя. Да никому никто не продает, и никому никто не нужен, на самом деле. Ну, да. Человек занимается профдеятельностью. Да, для кого-то это еще и заработок, и в этом нет ничего плохого, в том, что человек что-то делает. Для меня, короче, миллион раз ценнее человек, который пытается, работает, что-то находит, делать. типа, особенно как можно, ну, сейчас 21 век, избегать цифровой мир нельзя ни в одной среде. Кто из ребят, короче, работает, не использует соцсети для продвижения своих товаров? Кто? Никто. Не все. Все сидят в этом интернете, все пользуются. Кстати говоря, очень люблю людей, которые сидят в Инстаграме, типа, что-то там пишут, наваливают. Ты не спрашиваешь, а что ты сидишь в Инстаграме? Это про другое. Я здесь занимаюсь какой-то большой духовной ценностью. Ага, это выгоду ищет да, просто. выгоду да? ищет просто ему, ну, скуку свою развеивает, Ну, да, на самом-то деле. Потому что, если честно, знаешь, я хотел бы это озвучить, я на личном примере увидел, есть вот эти вот ингушские всякие группы, знаешь, которые закидывают ни в чем не повинных людей. Подвал? Подвалы, Да. там, короче, ни в чем не повинных и ни к чему плохому не причастных. У меня было парочка общения с такими вот этими людьми, знаешь, я начинаю говорить, и по итогу этот вот человек высокой морали, который занимается защитой нашего общества, говорит, у нас ставка 2000 рублей, чтобы удалить, или ставка 5000 рублей за удалить. То есть Это ты люди, платишь, чтобы ты тебя платишь, удалили? ты платишь, да, я такой Причем говорю, ты его брат по религии и по крови. да, нет никакой религии, это просто ребята так зарабатывают, это правда. Все вот эти группы, это, ну, просто последние сволочи, которые зарабатывают, поливая людей желтой прессой. Знаешь, Ну, да, желтая да. пресса для дегенератов. Ну, Они да. еще используют специальные триггерные заголовки, чтобы прям вот человеку стало такое, блин, надо это удалить, короче, понимаешь? При этом они абсолютно плевали на человека, которого они так Я используют. добавлю. Просто, когда я жил в Алтайском крае, в городе Барнауле, я учился в Алтайском государственном университете на факультете журналистики. Я по специальности журналист. Так вот, моя декан всегда говорила, если вы будете как-то связаны с желтой прессой, я вас уважать никогда не буду. Потому что это не журналистика. Она говорила, это галактика. Да. И не нужно туда лезть, потому что это легкий путь, да, типа можно заработать и так далее, но нужно нести людям пользу, нужно уметь работать с информацией. И вот поэтому то, что ты говоришь, я считаю, что лучше не брать такой грех на душу, еще и продавать фейк-видео, которые, знаешь, выхватили где-то, вырезали, а кто-то прислал. Достаточно просто взять человека, понимаешь? Сейчас же легко, короче, ты можешь
Вот я заметил, любая девушка в нашей Ингушетии, которая ведет блог, она может попасть в стиле типа чья сестра там и так далее, то и все. И вот уже это нацелено на триггер, чтобы кто-то пришел из родственников и так далее, типа просить удалить. И там уже у них есть прайс-лист, реальный прайс-лист. Я с одним разговаривал, типа, один раз так, короче, он мне говорит, типа, я чисто по-братски удалю, ну и пометка, типа, ну обычно мы берем, типа, столько-то, знаешь, там. И я такой, знаешь, я, разумеется, не заплачу. Почему, знаешь, потому что это же, блин, как игла. Заплатил один раз, заплатил второй раз, они это как мошенники. Они будут резать, да, они дальше, резать, продвигать, продолжать и так далее. Типа. Самая большая проблема людей, которые сидят в этих группах и не понимают, что они из себя представляют, которые занимаются, не знаю, вот они занимаются на самом деле похуй. Там такая грязь бывает. Да, я был там. Да. Там такой язык, который типа ни один нормальный ингуш использовать не может. И там огромное количество подписчиков у этих ребят. И вот, ну, на самом деле, наполнение этих групп, это и есть проблема. Это и есть вот люди, которых нужно вот ингушское что-то воспитать, не знаю, пару курсов про культуру дать, пару курсов про язык и пару курсов про элементарное уважение в те 3 столпа, которые мы озвучили, я, сделал. Так что, не знаю, когда вот такие люди потом начинают тебе заваливать за то, как надо, это такой сюрреализм. Это, наверное, самый большой сюрреализм. Это то же самое, что если бы, не знаю, слон учил гепарда бегать. Интереснее, типа, сесть на скамеечку с семками, с пацанами, кого-то обсудить. Как там говорить, типа, слабые люди обсуждают других людей, а некоторые обсуждают идеи, там, некоторые проекты. Это совсем другое. Это вопрос наполнения и желание тебе чего-то делать. Потому что часто, когда говорят, знаешь, большой уровень безработицы, дело не в том, что работы нет, дело в том, что, во-первых, работать не хотят, во-вторых, слишком высокое эго, чтобы выполнять какую-то работу, это тоже большая проблема. Например, работать официантом, как вот здесь работает парень тоже, ингуш. Знаешь, типа даже таксистом. Бывают люди, которые, вообще нету концепции профессионализма какого-то. Потому что человек, который, по сути, вышел на работу, то есть взял на себя ответственность выполнять какую-то профдеятельность, выполнять услугу за деньги, он иногда ведет себя так, как будто ты ему должен. И это вот тоже высокое эго, мол, вот ингушу такое нельзя, ингушу другое нельзя. Но не работать при этом нормально. Я не говорю сейчас, что про много ребят работают, много ребят есть классных, ответственных, инициативных, которые там смотрят в большое будущее и чего-то хотят достичь. Но такая проблема тоже есть. Потому что, высокий уровень безработицы всегда будет, когда ты будешь отвергать какую-то работу. Работа — это все-таки то, что тебе дается, а не то, что ты выбираешь, как часто. Самая, наверное, такая уязвимая тема, которая и меня немножко касается. За 6 лет не появилось в Республике Ингушетия ни одного блогера моего уровня, который бы точно так же рассказывал и показывал про жизнь в Ингушетии, и именно не русского или другой национальности, а именно ингуша. Почему у вас нет в медиапространстве людей? Это так важно. Ты буквально 10 минут назад говорил про то, что сегодня век, да, информационный век, и господин Микаил Сафарбекович Гуцериев, да, как раз мы тут находимся, рядом стройка идет, пооткрывал здесь много IT. К нему у них тоже много вопросов есть. Я про интернет-комментаторов, понимаешь, у них ко всем есть вопросы, а ответ здесь очень простой на самом-то деле. Вот я и говорю, где все медийщики? Мы еще не смогли перейти вот этот вот непонятный головной триггер, что вот все, что связано с медиа, потому что новое, мы еще не успели. Мы, во-первых, вот мое поколение, допустим, миллениалов, это первое поколение, которое так сильно разится с предыдущими, потому что на протяжении огромного количества веков была культура, которая никак не менялась, и в ней ничего не попадало. Они жили вот в одной парадигме. А потом появляется первое поколение, которое сразу поступает в веру цифровизации, где есть телевизор, где есть интернет, где есть свободное интернет-пространство. И этот человек по-любому другим становится даже. И эти люди еще полны внутренних противоречий, потому что, условно, если у них даже есть другие интересы, они как-то по-другому видят мир, они точно не могут предыдущему поколению это сказать, потому что боятся, подавляют. Вот, к слову об этом, до сих пор есть, не по кайфу мужчине вот это показывать себя, фоточки выкладывать, там то все, там рассказывать на камеру, это как-то не по кайфу. То есть, понимаешь, я говорю, даже блогерство, не знаю, работать, как ты сказал, официантом, таксистом, в сфере услуг, все это кто будет мужчине не идет. Кто будет рассказывать, как не по кайфу?
А я не знаю вообще даже, кто будет сейчас рассказывать, потому что я не знаю в А Ингушетии. поэтому про Ингушетию ничего я говорю, я не знаю знаю в в стране. Ингушетии, людей, которые прям вот занимаются чем-то культурным. Знаю, у нас художник один есть в Очелках. У него башня во дворе, да? Да, мой дядя молодой был, он художником был тоже, вот у него работал в одно время. Вот он еще там, не знаю, стрелы пытается делать, что-то рассказывать и так далее. Но таких людей 1, 2, 3. И это как раз говорит о нелюбви к собственной культуре, потому что, нет чувака, у которого есть такой большой запал, я расскажу всему миру, какие мы прекрасные. Нет, он такой, во-первых, скажет, типа, так, вот это в культуре греховно, плюс я еще мужчина, это тоже плохо, все это некрасиво и так далее, и все исчезло. Самое главное, а зачем мне это надо? Да, Вот и зачем мне это надо тоже? И интересно ли мне это самому? Да. Вот если честно. И, например, мне как русскому важно знать таких поэтов и писателей, да, как, это мы про ингушей, Да. я говорю, например, мне Достоевский, да, разумеется, это классика. «Преступление и наказание», там, Толстой, самое элементарное, «Война и мир». Пушкин, да, основатель русского языка, Пушкин, можно сказать, Есенин, отец, Маяковский, да, можно Лермонтов. продолжать бесконечно. Это я должен знать, Да. и по-любому, если ты мне задашь вопрос, а кто такой Лев Николаевич Толстой? И ты такой, я буду, знаешь, на тебя смотреть, как на дурачка, да, сейчас? Не знаю, например. Это позор был бы. Для меня, как русскому, это большой позор. Естественно, для меня тоже это позор не знать. Да, образованного человека Даже нет. как Ну, ингушу, ингушу, если может быть, честно. пускай, да. Но когда я задаю вопрос, да, кто такой Идрис Зязиков, которому был установлен вот здесь вот бюст около Да, я главы знаю. республики, да, вот здесь. Кто это? То есть Он первый парням. президент, так называемый первый президент. Там, это короче, просто есть... это ингуш мне да. говорят. Я говорю, я понял, что ингуш. Я говорю, хорошо, кто такой Саид Чахкиев? Я на улице на этой жил. Они на меня смотрят. Нашу поэзию не читают, кстати. А И надо знать поэтов хотя бы. вообще нет. Я знаю 2 ребят, которые поэзией ингушетии занимаются. Сейчас, вообще поэзию никто не любит, если честно заметил. Я говорю не только про ингушскую. А для развития это читать нужно. Хорошо. Слушай, они углубляются в другие Идрис вещи. Базоркин. Они там в телеграм-группах сидят, углубляются в непонятно что и говорят, что они так становятся больше. Хорошо, Идрис Базоркин это как Лев Николаевич Толстой в Ингушетии. Ваше самое главное произведение Из 7 веков. из 7 веков. И когда я спрашиваю у ребят, да, возрастом такой, до 27 лет, кто главный герой? Вот у меня спроси, кто главный герой в «Преступлении и наказании» Достоевский, да? Раскольников. Топор. Там, да, или бабка, процентщица. Но это как бы уже второстепенная роль. Да, Топор сыграл большую роль, да. Ну, в этом случае, кто главный герой в книге «Из 7 веков» Базоркина? Имя. Много не читали вообще. А никто не знает, что Калой. А знаешь, я не знаю, кто такой Калой, не знаю, кто Там такая ведь вся Зорро, история, они вся не культура знают. ингушей И в вообще горах. Это офигенная книга. Откуда я все узнал из этой книги? Мне ее мама читала в 8 лет, и на самом деле просто меня, получается, еще, как ты сказал, на русских поэтах, там, на русской литературе воспитывали. На классиках, да, на Да, русских. а вот здесь я офигевал просто от осознавания того, что мне мама читает произведение моего земляка, и оно настолько крутое, глубокое, и настолько точно передает какой-то пласт культуры, нравов и времени того, что происходило. А еще в этой книге можно найти ответы на все вопросы касаемо Там много жизни социальных ингушей в метафор, горах. там много Да. социальных Как, метафор. например, они выращивали продовольствие, Да, с чем да? они землю Как они вырывают. землю Там вообще затаскивали. все и начинается с того, Да. что Да, у одних с чуваков горя. земля Да. ушла, и они пошли просить Да. пропитание у других, У других. короче. Но это И была по- правда. И пошло-поехало, да. Это было правда. Да. То есть так раньше ингуши жили. Так это и была работало, большая да. трагедия и горе, когда сходила сель, все земли смывались вместе. Знаешь, когда их кормила только земля, и они так жили отдаленно, они были намного лучше и намного сплоченнее, и любили друг друга больше, если честно. Но это очень странно не знать свою литературу и свою поэзию, своих писателей, там, не знаю, Джамалда Индиева, не знаю, Саида Чахкиева, как ты сказал. Их еще очень много. Да и при этом сейчас никто не пишет стихов на Нет, ингуше. да. Я знаю одного чувака, я на него подписан, он вроде поэзией занимается. Но это не востребовано, это никому не интересно. Запиши сейчас, там, не знаю, стих на ингушском, прочти его, выложи в интернет. Никому это не интересно. Никто не читает сейчас ингушских стихов. Как ты сказал, сейчас пойдешь по улице, спросишь про парочку поэтов ингушских, они знать их и не знать не будут, понимаешь? И читать тоже неинтересно. Никто это не продвигает, никто об этом не рассказывает. А на самом деле, да многие даже, понимаешь,
так хорошо ингушский не знает, чтобы это прочитать на ингушском языке. Если истину веков есть там на русском, то я уверен, что сейчас 60% какого-то населения истину веков на ингушском прямо сесть и спокойно прочесть без какой-либо помощи не смогут. Им будет много чего непонятно, потому что тот язык, который там, он намного богаче того, что есть в среднем, скажем, по больнице. И опять возвращаюсь к Льву Николаевичу Толстову. У нас говорят так, мои учителя в школе, в лицее и дальше в университете говорили, если вы прочитали от корки до корки все тома «Войну и мир», вы будете знать в идеале русский язык с грамматикой и пунктуацией. А у вас получается описывать балы. Да. А у вас получается, если прочитать на ингушском из 7 веков от корки до корки, то в принципе можно знать весь ингушский язык, да, культуру и опять же грамматику, пунктуацию, потому что ваш ингушский язык. Только в том, когда кто-то возьмет и решит, прочту-ка я на ингушском языке из 7 веков. Да так, чтобы, не знаю, чисто чтобы самообразоваться. Сесть непонятно слово, выяснить, что это за слово, так языки и учат, на самом деле. Даже иностранные так и учат. Ставишь там, не знаю, фильм на английском языке, пытаешься понять, незнакомое слово записал, выучил. Ну, я так делаю, да. Ну вот, так это и работает, иначе невозможно. Ну и в завершении нашего с тобой разговора, во-первых, что ты хотел бы пожелать молодежи, подрастающему поколению, как вот этим ребятам, которые, как ты видишь, очень хотят уже посмотреть этот выпуск, прям рвутся, бегают вокруг. Когда он выйдет? Да, круги. Но это очень хорошо, что... Кстати, классные ребятки. Да, что они интересуются, и таких очень много детей, которые меня смотрят. Кстати, а смотреть меня начали, я хвастаться не люблю, но скажу, потому что я стал говорить, пусть с акцентом, криво, косо, с неправильными ударениями. Ну, на ингушском. На ингушском. Им это понравилось. И меня стали смотреть дети. Вот от таких вот до таких. Не, кстати говоря, к тебе огромная благодарность за то, что ты популяризируешь ингушский язык, ингушскую культуру. И вообще любому человеку ингушу нужно гордиться, что человек извне это делает, потому что это много говорит о самой культуре и о ее ценности, потому что тебе она просто понравилась, понимаешь? Это не твоя культура, ты понравилась, ты ее продвигаешь, и это очень круто. Поэтому тебе спасибо большое за это. Тебе спасибо за встречу, ну и пожелания, конечно, для истории. Я бы пожелал образовываться и не делить образование на разрешенное и неразрешенное. Знаешь, какой-то внутри какой-то есть, что вот это вот правильное образование, вот это неправильное. Не бывает бесполезной информации, бывает неумелый пользователь на самом деле. Образовываться во всех сферах, пытаться понять даже иные точки зрения просто для себя, потому что приход к твоим личным убеждениям, твоя точка зрения будет в миллиард раз ценнее, когда ты просто попытался прогнать через себя чужую. Ты убедишься в том, что твоя реально правильная и она осознанная. Побольше осознанности и побольше любви к собственной культуре на самом деле, потому что она у нас офигеть какая классная. А я, в свою очередь, хочу добавить ингуши. Да, сейчас о ней скажу. Ингуши, не буксуйте, не стойте на месте, нужно идти вперед. Прям, чтобы с ногой время... в ногу со временем. Вот что я хотел сказать, все, заговорился. Потому что иногда мне кажется, что вы одной ногой в 19 веке, а другой ногой в 21-м. А должны обе ноги. Короче, шире шаг. В 21-м, да, шире шаг. Да, тут просто ни один мой выпуск не обходится. Куда он убежал? Вот. Куда ты убежал? Ход, короче, был, прошел, да. Это типа хороший пример. Это хороший пример. Типа... Да, вон он. Это Беркутов. Да, вон побежал. Он пошел нас вокруг, как дети, и убежал. И вот на такой кошачий. Да, как будет кот по-ингушски? Циск. Циск? Да, циск. Циск, буду теперь знать. А вот на такой циск-ноте я хотел бы завершить наш с Багаудином разговор. Это был Багаудин. Да, спасибо. А меня по-прежнему зовут Артем. Подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком, напишите комментарии, что вы думаете по этому разговору. Я прошу вас не хейтить лишний раз, потому что наш разговор был откровенным, честным, объективным, прямолинейным. Я ингушей еще стал уважать именно за прямолинейность. Они говорят все, что думают. Это супер. Они не ищут какие-то лазейки, знаете, чтобы понравиться, либо быть каким-то аккуратным. Я это ценю. Поэтому своих никогда не критикуйте и не ругайте, а наоборот поддерживайте. Даже если ваше мнение, возможно, где-то там местами частично не совпадет. Потому что пока вы, ингуши, не будете едиными, у вас ничего не получится. Потому что есть такая фраза, да, пока мы едины, мы непобедимы. Поэтому ваш народ, вне зависимости от тариката, тейпа, фамилии, каких-то еще религиозных убеждений и так далее. Он должен быть един, только тогда можно чего-то добиться. Согласен. Да, дал борца бабвы, что и переводится, что мы были едины. Да, иначе ничего не выйдет. Все, всем сахал. Да, и увидимся в следующем видео. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Пока.